Так-то ансарка встретила пророка, саллаллаху алейхи вассалям. На газавате Ухуд женщины показывали, насколько сильно они любят сунну и обладателя сунны, саллаллаху алейхи вассалям. Вот одна женщина выходит, чтобы сражаться вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, в битве при Ухуде. Это была Насиба, бинт Кааб. Она вышла вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы сражаться. Я не говорю оказывать помощь раненым, а именно сражаться. Потому что она решила, что ей необходимо вмешаться в это дело, в это сражение. И она оказалась на поле битвы. И начала сражаться. Знаете ли вы, какая удивительная ситуация произошла во время боя? В газавате при Ухуде среди сахабов произошло замешательство. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упал в яму. Куффары забрасывали его стрелами. Сахабы выступали. А враги Аллаха хотели добраться до пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И эта женщина, Насиба бинт Кааб, оказалась в самом ужасном и опасном положении. Она оказалась сразу же перед пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И пришел Убей ибн Халяф. Он хотел убить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и в их время крайне постыдным считалось убить женщину. Он сказал ей: «Отойди от меня». Она ответила: «Нет, клянусь Аллахом, я не сдам тебе посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Сначала тебе нужно будет убить меня». Это была женщина, которая знала, что такое сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Она осознавала достоинство и ценность пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Если умрет она, то она всего лишь одна женщина. Но если умрет пророк, умрет религия, умрет сунна. Сунна пророка, да благословит его Аллах и приветствует, прекратится. И она встала перед ним. Он замахнулся мечом и ударил ее в плечо, не отрубая ей руку. Но она продолжала стоять. Он наносил ей один удар за другим, пока не проделал щель в ее плече. Ее сын Амара потом рассказывал: «Я мог просовывать свою руку в эту щель из-за большого размера отверстия на ее плече». Она крепко и уверенно стояла. К ней подошел какой-то сподвижник, чтобы защитить ее, и она сказала ему: «Уходи от меня, иди к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». Она готова была пожертвовать собственной жизнью ради посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Когда она увидела посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и то, что сахабы встали вокруг него и защищают его, она упала на землю. Упав, она посмотрела на пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и сказала ему, глядя на него, будучи в таком состоянии: «О посланник Аллаха, это все, что я могла сделать». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, посмотрел на нее и сказал: Аммара, кто сможет сделать то, что сделала ты?» И она крикнула на поле сражения: «О посланник Аллаха, я хочу сопровождать тебя в раю». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ей: «И не только ты, но и члены твоей семьи. Все вы будете сопровождать меня в раю». Ее муж шахид, ее сын шахид, и она сама была из тех, кто защищал пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И вы знаете, как стал шахидом ее сын? Как он умер? Мусайлима аль-Каззаб отрезал от его тела кусочек за кусочком. И это было уже после смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Вся ее семья будет сопровождать пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в раю. Любовь сподвижниц к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, преподносит нам урок о том, что значит любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям.